Эльмира Ахмеева призвала глав городов и районов Коми активизироваться в расходовании средств на ремонт школьных маршрутов. Всего в этом году планируется привести в порядок 15 из них на общую сумму свыше миллиарда рублей. Это почти 80 километров дорог как регионального, так и межмуниципального значения. На сегодняшний день на 14 объектах из 15 заключены государственные контракты на выполнение ремонтных работ. По одному объекту проводится повторная процедура по определению подрядной организации. Планируемая дата заключения государственного контракта до 15 июля. По состоянию на сегодняшний день на 2 объектах работы завершены. На 8 объектах ведутся ремонтные работы и на 5 объектах срок проведения работ с июля по август. Приемка выполненных строительно-монтажных работ на школьных маршрутах по 12 объектам запланирована на 4-й квартал и по 3 объектам на 4-й квартал 2023 года. Но это окончательное производство работ. Кроме того, по поручению главы Коми Владимира Уйба из регионального бюджета муниципалитетам на приведение в порядок дорог местного значения было выделено 800 миллионов рублей. Субсидии распределены по 21 муниципальному образованию Коми. Однако не все муниципалитеты пока включились в работу. Решение было и поручение было заключиться в недельный срок. Июнь уже заканчивается. Мы просто физически не успеем до 1 сентября эти дороги отремонтировать. Докладную сегодня подготовьте. Кто как что планирует. Не могу понять, почему нельзя было это сделать в прошлую пятницу, в четверг, что мешало заключиться. Как отметила первый зампред правительства, если какие-то из муниципалитетов не объявят аукционы и не заключат контракты на выполнение ремонтных работ в установленные сроки, выделенные лимиты денежных средств будут перераспределены в другие районы. Также на оперативном штабе обсудили вопрос трудоустройства беженцев из Донбасса. Всего в республике сейчас 402 человека из ЛНР и ДНР. 32 уже нашли работу, еще 78 хотят найти. При этом в целом в Коми максимальный уровень безработицы к концу года не должен превысить 4,1%. Что же до продбезопасности в условиях санкций, то ситуация на потребительском рынке стабильная. Наблюдается стагнация цен. Дефицита товаров нет. У торговых сетей они в достаточном количестве. Что же до наших производителей, то сейчас крупные молочные предприятия перешли на неотбеленные упаковки. Минпромторг России и Минсельхоз России проинформированы о ситуации по картонной упаковке. При Минпромторге России создана межведомственная рабочая группа. Хозяйства самостоятельно предпринимают меры по поиску поставщиков отбеленного картона. Опытную партию произвел Сыктывкарский ЛПК 2000 тонн. В течение месяца возможно появление этой упаковки уже в Сыктывкарском городском молочном заводе. Тем временем полным ходом продолжаются сельхозработы. Удобрений внесено почти 93% от плана. Вспахано и продисковано 78% угодий. Завершена посадка картофеля и овощей. Посевы однолетних трав продолжаются.